Современные исследования подтверждают, в основе многих мифов лежит историческая правда. И сегодня мы предлагаем вам лекцию на тему «Отражение истории народов Кавказа в Библии и Коране». Ее прочтет российский историк, востоковед и исламовед Аликберов Аликбер Калабекович. Конечно, я не буду говорить о том, кто такие кавказские народы. Есть разные, есть по языку, по происхождению, по месту жительства. Но народ или народы, которые принадлежат к северокавказской так называемой языковой семье, это вот, собственно, северо-западная ветвь, это абхазы и кабардинцы, и вот черкесы и так далее, адыги, соответственно, нахско-дагестанская ветвь, вторая ветвь, это, собственно, чеченцы, дагестанцы. И эти народы сейчас абсолютно неправомерно называются северокавказской семьей, хотя, в общем, их происхождение не северокавказское. Они вот сейчас живут на Северном Кавказе, но еще продолжают жить в Азербайджане, там, где на Восточном Кавказе, где, собственно, была Кавказская Албания. И это название, оно не очень научное, оно мне очень не нравится, потому что оно фиксирует только современное положение этих народов. Аликберов Аликбер Калабекович, российский востоковед, историк и исламовед, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья, Института востоковедения Российской академии наук, по национальности лезгин. С отличием окончил исторический факультет Дагестанского государственного университета. Аспирантуру проходил на Восточном факультете Ленинградского государственного университета. Стажировался в Каире и Оксфорде. Работал в отделе востоковедения Института истории, археологии и этнографии, Институте востоковедения Российской академии наук. С 2009-го зав. Отделом Центральной Азии и Кавказа, а с начала 2010-го руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья Института востоковедения. Автор более 70 научных публикаций, в том числе зарубежных. Сфера научных интересов – исламоведение, арабистика, история народа Кавказа, Кавказской Албании, Хазар. Вот, собственно, карты. И европейские карты с изображением стены мощной, которые построили, чтобы защитить землю от Гога и Магога. Вот мусульманская карта, которая тоже отражает вот горы Кавказские. Вот они здесь запирают этот проход кавказские ворота. Начнем. Конечно, безусловно, относиться к сакральным текстам как к источникам нельзя, потому что это сакральный текст, у него другая задача, но тем не менее надо попытаться все-таки вот это источниковедческий анализ провести, попытаться понять, когда и откуда появился тот или иной пассаж в сакральном тексте. И в данном случае надо начинать с более позднего текста, потому что, так сказать, мы можем посмотреть развитие традиций. И как менялась, как она трансформировалась, эта традиция, вот эта легенда или эта история. Вот, собственно, об этом мы и будем говорить. Рассказ в Коране, в 18 суре есть специальный рассказ, где он упоминается, он всего 3 раза упоминается, Яджудж и Маджудж, 2 раза в специальном рассказе, посвященном Зуль-Карнайну, двурогий Александр. То есть в Коране не написано, что он Александр, просто Зуль-Карнайн построил стену, к нему он праведник, и он оказался на территории между 2 склонами, и там народы, которые едва понимали его речь,
обратились к нему и пожаловались, что там на севере какие-то народы есть, которые все время нападают, и от которых надо защититься, и попросили его построить стену, чтобы запереть этот проход. И дальше говорится о том, что да, он так и сделал, и появилась эта стена, и Яджудж и Маджудж оказались запертыми в этих стенах. Далее мы, значит, здесь очень важный момент, что Яджудж и Маджудж, он обозначено место, сказано, что это было между двумя преградами, место у двух преград. На Кавказе две преграды находятся только в одном месте. Это, собственно, вот он, Дербент. И вот, собственно, сама крепость Дербента. Две стены, которые уходят на 3600 метров и несколько сот метров вдается в море. Между стенами 400-500 метров. И начиная от крепости, которая на холме, значит, стена продолжается 42 километра и запирает на самом деле высокую гору, и дальше уже действительно пройти через эту стену невозможно. И в VII веке, когда это откровение снизошло до Мухаммада, Дербент как раз не только стоял, но и был, так сказать, всячески сасанидской традицией возвеличен, и очень много было легенд, даже говорили, что это вот мы кианиды, мы здесь испокон веков жили, во времен еще отца Заратуштры, вот этот Лухрасп и так далее. То есть очень была сильная, мощная такая пропагандистская такая вот обстановка, и это было окутано всякими легендами, что это все всегда здесь было, и здесь всегда жили иранцы, здесь владели иранские цари этим местом, поэтому, собственно, мы построили эту так сказать, вот крепость. Дело в том, что в исламской традиции, то есть, действительно существуют легенды, и они описаны хорошо, и в произведениях разных авторов, у Генджави, у него даже есть рассказ об Александре, Искандере Зулькарнайне, Наваи, и более того, есть прекрасные иллюстрации, книжные миниатюры, где мы видим этих людей, этих демонов, этих яджуджей и маджуджей. Они полосатые, они пятнистые, они написано, что они наполовину люди, наполовину не люди. У них вместо ногтей когти, у них вместо волос уши такие длинные, что могут покрывать часть тела. У них какие-то глаза особенно большие, и так далее, и так далее. У них на теле пятна какие-то, как у зверей. То есть эти описания, они появляются потом. Это уже поздняя традиция, но факт заключается в том, что если споры идут, Зулькарнайн это Александр Македонский или нет, то в исламской традиции поздней, средневековой, этот вопрос однозначно был решен. А как же иначе? Вот две стены. И описывается история о том, и в Коране написано, что он заливал стены свинцом, металлом, расплавленным металлом, чтобы эта стена была крепкой. Так он строил. И вот на одной из этих иллюстраций с правой стороны, собственно, изображается, как он строит эту стену и что заливает действительно металлом. И я должен сказать, что в дербентских стенах действительно обнаружены отверстия, и они действительно залиты, эти отверстия, свинцом. И эта технология, она известна, археологи ее знают. Но дело в том, что стена-то появилась в VI веке, Александр Македонский в IV веке до нашей эры. Так что этот момент мы запоминаем, мы к этому моменту еще вернемся. Это важный момент. Далее мы видим, что вот Дербент, к сожалению, вы ее не видите, эти фотографии вы можете потом показать. Действительно очень внушительный объект, очень потрясающий, и там есть всякие, вот я тоже даже туда, вот разные надписи мы смотрели. Вот две стены, они еще сохранились, вот здесь на этом видны. Есть у нас прекрасная иллюстрация Адама Аль-Ярия, где тоже эти две параллельные стены, которые закрывают от гор вот это все видно. Но мы сейчас не об этом будем говорить. Найдено огромное количество разных интересных вещей, о которых тоже можно долго говорить. Но вот, собственно говоря, вопрос о том, Зулькарнайн это Александр Македонский или нет. Зулькарнайн это буквально означает обладающий двумя рогами.
И в научной литературе в том числе были споры, кто это. Ну, понятно, что средневековая арабская традиция называет, что это Александр, потому что был рассказ об Александре сирийский. И в этом рассказе описано как и легенды сирийские, христианские, что да, Александр Македонский закрывал, запирал, и эта легенда потом вошла. Собственно, эту легенду и повторяли. Но на самом деле Зулькарнайн, двурогий, это Александр. Так вот, монета, которая была отчеканена Лисимахом, а это человек, который пришел после Александра, считается, что это портрет Александра. Но здесь важно что? Здесь важно, что на голове, на этом портрете, изображены специальная, сверху мы видим вот такая пластина. Эта пластина удерживает вот эти рога слева и справа. Соответственно, это рога — символ бога Аммона, и он как бы считал, что он фактически это египетский бог. Вот. Но здесь важно, что он двурогий. Зададимся себе вопросом, то, что было в IV-III веке, до нашей эры, откуда арабы, которые вот в аравийских условиях 7 века появился Коран, откуда они могли это помнить? На самом деле эти монеты, было огромное количество подражаний. Огромное количество подражаний, вот одно подражание, второе, третье, каждые 100 лет, 200 лет, каждые 300 лет, то есть они повторялись, и золотые, и эти, и, конечно, вот они и ваши, колхидские. Прекрасно, здесь Зевс изображен, можно еще понять, что это Зевс, здесь с этой стороны Александр. Вот. Можно, конечно, считать, что это какой-то царь местный, но то, что он буквально копирует и аверс, и реверс, и Зевс, он также эти элементы, просто Александр стал как Цезарь в свое время для этой части мира, для Востока. Александр стал просто символом царя. Вот Александр — это царь, как Цезарь — это царь. Соответственно, царская монета ставили, да, еще не более это популярное имя. Поэтому в Аравии в VII веке хождения эти монеты еще имели. Я имею в виду не конкретно эту монету, но золотые монеты с изображением Зулькарнайна, они были. Поэтому то, что это Зулькарнайн, это Александр Македонский, мы уже не сомневаемся. Далее смотрим, углубляемся, куда нас поведет. И в поисках мы, конечно, ясно, что ислам, и об этом много рассказано в Коране, что это религия Ибрахима, то есть Авраама, и, соответственно, мы продолжаем, и мы пророчество все признаем, соответственно, то, что было тогда, мы это воспроизводим, и мы это четко проводится, это абсолютно однозначно проводится линия, что ислам — это религия, авраамическая религия. И посмотрим, действительно ли эта история об Александре и об этих Яджуджах и Манджуджах упоминаются в Библии. Начнем с Нового Завета. Новый Завет ближе. Так вот, в Новом Завете только в одном месте, в Откровении Иоанна, только там упоминается Гог и Магог. Причем я зачитаю: «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находившиеся на 4 углах земли, Гога и Магога». То есть 4 угла земли, Гога и Магога. «И собирать их на брань, число их, как песок морской». То есть это какое-то бесчисленное количество людей, 4 конца земли, так понимать, 4 стороны света, возможно. То есть здесь уже совсем другая коннотация идет. И мы видим, что Гог-Магог — это уже не просто какие-то существа, которые похожи на животных, да, это какой-то символ. Ну вот откуда это откровение взялось? Откуда этот Гог-Магог? Посмотрим дальше. А дальше мы просто удивимся. Мы сталкиваемся как раз с такой вещью, как предыстория человечества. То, что называется генеалогией или поколения, их по-разному называют. Значит, это история, которая восходит к Ною. Это прямо в книге Бытия прямо написано, что Магог — это сын Иафета и внук Ноя. Это один из очень древних народов. Один из очень древних народов. Конечно, можно по-разному относиться к этим вещам, да, но я хочу обратить ваше внимание, что в средневековой и древней традиции истории Кавказа
И это фиксируется и в армянских источниках, и потом в средние века это фиксируется в грузинских источниках, в том числе карте Сховрима. Мы видим, эти ребята, эти историки относились к этим вещам достаточно серьезно. И всегда в своих исторических сочинениях вперед помещали вот эти сведения о предыстории своих народов. Это легенда, но легенда, которая имеет то, что Ной жил 900 лет, например, да, но человек не может жить 900. Да, то есть это какая-то символика в этом есть, какая-то метафоричность, которая, может быть, нам не совсем понятна, но не будем на этом зацикливаться, пойдем дальше. В пророчестве Иезекииля Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала. То есть упоминается и Магог, и Гог, но Гог — это князь, причем упоминается конкретно чего? Рош, Мешех и Фувал. Более того, он живет в земле Магога, земля Магога. И Бог требует, обращается к этому пророку Иезекиилю и говорит, что обратись лицом к Гогу в земле Магога. То есть мы видим, здесь уже совсем другая коннотация. То есть если мы все-таки, вы понимаете, если один источник берет из другого источника, если это продолжение традиций, то, конечно, самая верная информация содержится в более раннем источнике. Да? Это совершенно очевидная вещь. Смотрим дальше, что происходит. Ну, эту карту я, к сожалению, не смогу вам показать. Она очень мелкая. Я хотел вам показать предысторию времена, которые были, и карты, которые составили наши специалисты Института языкознания, они составили карты распространения языков древних на этой территории, где, собственно, о котором идет речь, и где формировалась Библия. Причем гораздо раньше это было, да, очень давно, гораздо раньше, до Библии. Здесь указаны до 12 века до нашей эры, то есть это гораздо раньше. И здесь народы упоминаются, вот это хетты, причем хетты, мы знаем, пришли на место хаттов. Здесь с правой стороны это, собственно, урарты. Урарты, хетты, хатты считаются родственные народы, это основная точка зрения сегодня. И вот, собственно, и абхазского в том числе народа, это, собственно, хуриты считается, что это родственные восточно-кавказским, нахско-дагестанским, причем нахам ближе урартские, урарты были вот здесь, более позже. То есть это, собственно, народы, которые так называются. Мы сейчас не будем говорить, конечно, мы не можем сказать, что вот этот народ, наш предок этот народ, потому что этногенез — это слишком сложная вещь, и прямых аналогий здесь быть не может. Здесь все очень сложно, и надо учитывать много вещей. Но генетическое родство языков мы запомним, что у нас вот есть так вот. Этот факт мы запомним. Это не я говорю, это лингвисты говорят. Далее мы идем в книге Бытия, Магог. Значит, говорится о том, что другие сыновья, помимо Магога, это Гомер, Мадай и так далее. И здесь старший брат Магога Гомер, причем здесь тоже очень важно, в Библии всегда указывается, вот это первенец его. То есть это значит, что этот народ больше, или он раньше появился. Это вот Библия вот эти вещи указывает. Гомер, старший брат Магога, он отождествляется, ну, во всяком случае, в исторических источниках зафиксированы формы разные, в клинописях упоминается его Гимераи. Он считается, что он есть он и в армянских источниках, как Гамир, и считается, что это доскифское население, и оно связывается с киммерийцами. И, потому что Гимерия, причем в форме Гимерия именно через Г он передается, и Киммерия он передается в латинских источниках. Соответственно, это Железный век, вот, и киммерийское население. У вас очень много памятников киммерийских находится. Далее смотрим, что интересно, что книга поколений, Ипполит такой был портский, это византийский автор, он говорит, что значит, сыновья Гомера, то есть киммерийцев, Ашкеназ, Рифат и Фогарма. И далее, значит, от Ашкеназа, это уже Ипполит, это уже византийский источник, от Ашкеназа произошли сарматы, от Рифана савраматы, от Тагармы армяне.
Ну, пока запомним, потому что в других источниках, в местных источниках, это Фогарма как Тогарма встречается снова, и опять уже идет перечисление всех кавказских народов, включая абхазов, под кавказионами, я так понимаю, потому что все упоминаются, и кто-то должен скрываться и под Кавказом. Тем более, что Прометей, он с этой стороны. То есть это мы еще вернемся. Да? Но посмотрите, как интересно, что даже в этих источниках упоминается, что этот Хой был старшим, он был самым... То есть армяне были вот у этой Тогармы самые большие. Но у Драх-Накерцы мы видим, что наша страна Ашкеназова. Наша страна Ашкеназова. Мы вот этот момент тоже запоминаем, идем дальше. Вот, собственно говоря, Магог. Магог, Иосиф Флавий говорит, что Магог был родоначальником магогов, которые носили его имя и которых греки называли скифами. То есть, видите, да, то есть нам кажется, что это какие-то мифические существа, а здесь уже древние источники, уже источники исторические прямо сопоставляют Магога со скифами. И более того, причем в иудейских древностях это очень такой достаточно надежный источник. Вот. Евхерий в V веке жил, византийский автор, значит, тоже связывал Магога со скифами. Магог говорит, это скифы, то есть это уже какая-то традиция, да, мы эту традицию тоже фиксируем. Далее мы смотрим, о чем же вообще говорит, какими словами он описывает Гога в земле Магог, Иезекииль. И мы видим, что Гог овладел землями вплоть до севера, или от севера. Там упоминаются горные народы, там напоминается, среди них были и потомки Гомера со своими отрядами, там были многие народы, там были все сидящие на конях, там были, это все цитаты, и дом Фагарма, и там были, значит, народ, собранный из народов, то есть это все важно для того, чтобы понимать, что это была миксация, очень большая миксация. Далее написано, что и Гог говорит, и это тоже цитата: «Поднимусь я на землю неогражденную, пойду я на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей». Вот эта идея, видите, как перекликается с этими замками, с этими запорами, с этими стенами. Но историки считают, что Гог, и сопоставляя данные исторические, это уже известно, что это Гигис, как бы лидийский царь. Лидия в свое время захватила достаточно большое пространство, и вот Фувал и Мешех, которые упоминаются, они тоже достаточно хорошо идентифицируются. Значит, она граничила с Киликией и Мидией. Эта страна, и фактически вот то, что есть точка зрения, что Мат-Гугу, это может быть, собственно, и есть land of, земля Гога на древнем, на этом языке, одном ассирийском, Мат-Гугу. И Афувал и Мешех, там еще есть Рош, которая очень сложно отождествлять, может быть, Троада там была, но все вот эти спекуляции, что Рош это Россия, это, конечно, несерьезно все. Это, вот, у нас очень много идет от этой истории, огромное количество, есть секты, есть разные течения современные, которые все вот апеллируют к этой древней истории, и у них свои интерпретации. Так вот, вот то, что касается Фувала и Мешеха, они достаточно четко и очень хорошо отождествляются, причем это, безусловно, действительно он захватил эти земли, и вот эти же земли, они в клинописях, то, что они называются Фувал и Мешех, мы видим их уже как Тубалу и Муски. Причем Геродот размещает этих Тубалу и Муски, он их под именами Тибарены и Мосхи, Тибарены, Геродот их размещает на Кавказе. То есть мы видим уже, Геродот это уже отец истории, уже начинается письменная история. Да? То есть это была предыстория. Предысторию мы не смотрим, не обращаем внимания, мы просто сопоставляем. И, собственно, здесь начинается уже письменная история. И, собственно говоря, вот Картлис Ховрбе, который
очень детально. И причем Леонтий Муравель, он вообще всех знал очень хорошо, и достаточно в его разных источниках, которые восходят к этому циклу исторических источников X века, везде вот эти люди одни и те же, и этнархи, они тоже прямо сопоставляются. Аран с Алуанком или Албанией, Картлос, соответственно, с Грузией, значит, и далее все. И причем он говорит, что раны, моваканцы, эры, леки, мигрелы, кавкасионы и так далее. И говорится, что да, действительно, они пришли с юга, и их поселили и так далее. Но я не это хочу сказать. Я хочу просто обратить ваше внимание на название Кавказа в источниках. Кавказ имел очень много названий, и каждый народ давал свое название. И эти названия зафиксированы в источниках и являются чуть ли не единственным нашей возможностью, нашей зацепкой понять, кто все-таки, какие народы там жили. Потому что ономастика, к сожалению, это то немногое. Но есть еще какие-то вещи, когда древний источник говорит, а вот на языке туземцев это называлось так-то. И это мы можем понять, например, в Риксава, то, что там пишут, что вот эта гора называется Риксава, можно сопоставить действительно с... Он пишет, что это лоб барана, но это на самом деле рога барана. Но, то есть мы можем, сопоставляя какие-то вот такие вещи, выяснять состав, этнический состав, если хотите, племенной состав тех или иных. Так вот, здесь мы видим... Источник говорит гора Тавр, и он говорит, имеет разные названия от Репейских гор, и его называют Нефатом, Кавказом, Сарпедоном и так далее, и так далее. И там есть ворота армянские, в другом месте Каспийские, и еще Дерканские, Коракские, Скифские и Керавнские. То, что Репейские горы действительно считали, что это Урал, но мы здесь видели, что Рифат прямо отождествляется с Авраматами. Источников, вот, кто такие скифы были, кто такие савраматы, кто такие сарматы. Ну, это действительно, у нас есть только отдельные слова. На этих отдельных словах, собственно, и строятся все теории, которые есть. Я ни в коем случае не пытаюсь опровергать ни одну теорию, потому что это не задача одного доклада, но просто обращаю ваше внимание, что, во-первых, эти теории не учитывают, что это народ, состоящий из многих народов, что там не один народ, а там много народов, и там это всегда микс. Если кто-то оставил какую-то материальную культуру, да, она отслеживается, но народы, которые живут вместе, они, в принципе, достигают, они делают одну и ту же работу, и это очень важный момент. Да? Второй момент, мы видим, что вот с определенного времени на исторической сцене появляются аланы, причем аланы появляются как скифский народ. И мы видим один из скифских народов, и мы видим Иосиф Флавий прямым текстом пишет, что скифский народ, живший у берегов Меотиды, раз. Амбросий, автор, тоже вот, в IV веке еще пишет, это как раз сообщение, которое имеет прямое отношение. Это самое раннее упоминание об Александре Македонском и о той деятельности, которую он делал, действительно там строил якобы в IV веке источник. Аланы – племя дикое и долго неизвестное нашим, так как они сдерживались внутри, вместе с прочими дикими и неукротимыми племенами, непереходимостью местности внутри страны и запором железных ворот. Клаустрио портет ферри, которую воздвиг великий Александр на отвесном хребте горы Тавра. Вот среди всех предыдущих названий очень много мы видим отождествления, вот, и все называются горы Тавра. Эти горы в других источниках называются Табар-Саран, например, вы знаете, да, горы Табар-Сарана. Есть еще Табасаран, но Табасаран это пишется Табар-Саран. Там тоже до 13 века нет ни одного источника, который писали бы про табасаранцев. Все пишут Табар-Саран.
Табар-Саран. И более того, источники упоминают, что Табар-Саран это 24 рустаков Баба-Лябваба. Рустак означает опорные крепости, а там действительно опорные крепости с иноязычным, не дагестанским населением. Там ничего общего с современными табасаранцами, даже этнически, даже сейчас, даже если мы посмотрим на кладбище старое и посмотрим, там встречаются, в Гемиди, я лично обследовал, еврейские тексты видел. То есть с табасаранцами отношений нет. А дагестанские народы, они отдельно фиксируются, у них у каждого есть свои названия, но это отдельно, это долго говорить, и я могу потом в качестве это самое. Так вот, эти табары, здесь тоже они встречаются. Более того, даже название горы, главной горы, которая там в Фавор, тоже Тавр, то есть вот эта идея, что это была одна большая гора, просто по-разному называемая, да, в разных местах. Эта идея, мы потом увидим ее и в других названиях, мы увидим, что эти горы назывались еще Альбурс. Причем этот Альбурс встречается, начиная от прохода Сырдара на Геркании, там где Казвин, где Каспий исторически, да, мы видим этот Альбурс в Дагестане как Шах-Албурсдаг, в источниках фиксируется. Мы видим ее на севере, ну, естественно, известный Эльбрус, вы знаете Эльбрус. И на карте вашего наполовину земляка Эвлия Челеби, которая сохранилась она, и вы увидите, что это Альбурз, все полностью, все хребты обозначены как Альбурзы. То есть Альбурз это... название Альбурз очень важно, потому что с Альбурзом идентифицируются вот эти Каспийские ворота. И вот мы здесь подходим уже, собственно, к самой важной части доклада, да, это то, что такое Албурз, и что такое Ал, и что такое Аланы, и что такое, потому что форма Алан, Алуан и Аллан, он фиксируется очень рано на Восточном Кавказе. Причем из этой вот в надписи на Каба и Зардушт в парфянском тексте есть там 3 лингва, 3 языка, да, и в одном из текстов, значит, Албания написано как в других текстах греческих, как Албания, то, что Арран соответствует Арану. А Аран можно читать и как Алан, потому что там Ре и Ле в среднеперсидском, вы знаете, да? Да. Вот. Но в парфянском тексте выделяются отдельно аланские ворота и отдельно Албания. То есть это не одно и то же. Это нельзя сказать, что там написано про Албанию, а здесь написано про албанские ворота. Или наоборот, здесь аланские ворота и это Алания. То есть это очень важный момент. И есть много очень этимологий. Каждый, кто хочет в это, так сказать, свою лепту вносит, вы знаете, да. Осетинские исследователи считают, что это аланы, это осетины, прямое отождествление, да. Ну, язык иранский, конечно, да, то есть тут, да, культура кавказская. Так вот, что интересно, когда недавно вышла книга Свазьяна Генриха, мы его очень тоже уважаем, мы всех уважаем, всех наших коллег, и Бабкен Рутюнян, оба высказываются, что Алуан, то есть Албания, это имеет армянское происхождение. Осетины пишут, что это Аллан, это осетинское происхождение. Так вот, мы делали работу по анализу вообще вот это, так сказать, название Аллан и Арран, и издавая вот такую книгу, мы сейчас работаем над 2-м томом «Кавказская Албания». Это текст, который известен как алфавит албанский, но находится в Матиндаране, в рукописи, но не так давно наш коллега грузинский Заза Алексидзе вместе с коллегами из европейскими, значит, Шульцем, Вольфгангом и Майе, и Гиппертом, Йостом опубликовали тексты албанских палимсестов, где мы видим зафиксированную историческую форму кавказско-албанского языка. Но до этого у нас есть еще очень важный источник, а именно албанская история Мавсеса Каланкватваци. И он прямо пишет, что
Албания, Алуанг, происходит от Алу. А Алу означает добрый нрав, мягкий нрав, мягкий нрав. Мягкий нрав, это если перевести на английский, джентльмен. Джентльмен. Во всех других источниках мы видим, что это благородный означает. Наконец, Ардиан пишет, что аланы означают благородные, они все благородные, все аланы. И еще говорит о том, что аланы, название Алан, происходит от гор. Я вам, помните, говорил, что Албурз, везде Албурз. И Ал, он везде, этот же Ал присутствует. Так вот, в словаре Старостина, который, собственно, и установил родство этих, да, вы знаете, родство их хурито-урартских народов. Кстати, урартов в Библии, если внимательно посмотреть, упоминается как земля араратская. И вот этот Ал, мы видим, что они интерпретируют, что Ал это означает князь, правитель. И более того, мы нашли в Палимсесте вместе с лингвистом-мудраком Олегом, который, собственно, делает словари, составляет этимологические словари всех кавказских языков, он делает, северокавказских. Очень большая работа проделана, и сейчас могут быть очень интересные данные лингвистические, которые без исторической лингвистики, сравнительно исторической, очень сложно вообще историкам приходится, у нас не очень много, и надо на что-то опираться. Так вот, в тексте Палимсесте тоже обнаружен этот Алу. И он тоже обнаружен именно как правитель старший, верховный. И теперь смотрите, посмотрим, как они интерпретируются. Да? Вы все знаете, что царь Аршакида в Армении, у него был человек, который нес аланское знамя. У Аршакуни грузинских тоже был такой царь, у них тоже было аланское знамя. У всех царей были люди, которые аланские знамена несли. И такой коллега наш из Осетии, Гаглойты, он пишет, что они все несли осетинские знамена, аланские. Армяне несут осетинское знамя. Ну, естественно, они царское знамя несли. Какое же еще знамя им нести? У каждого царя было свое знамя, был свой знаменосец. Они несли вот это. Это Альбурс, горы, которые мы видим по всей вот это. Это Альбурс, это царь-гора. Вот она, царь. Вот у каждого месте своя вот гора, свой царь. И это помогает нам в осуществлении этих так называемых албанских, аланских ворот, потому что в проходе Сирдара, то, что Геркани на территории сейчас Ирана, где Каспий были исторические, Кадусии и так далее, там рядом находится Альбурс. Он входит в географической номенклатуре, зафиксирован в Иране. В Кавказе, где Дербент, есть видна гора Шах-Буздак, которая в источниках фигурирует как Шах-Ал-Буздарк, и Шахдаг, что и две разные горы. Шахдаг, это в принципе это тот же самый Альбурс, потому что Шах, здесь Ал, идет просто замена. И, наконец, Эльбрус, который вы знаете, который... Соответственно, вот этот Альбурс, который означает царский, заставляет нас подумать о том, вот скифы-то были царские и не царские. И разные были. Там были всякие сарматы, савроматы, греко-сарматы, там тавры, тиберии и так далее. То есть Масуди, источник, да, который очень надежный источник, пишет о том, что вот кашаки, он говорит, они очень многочисленный народ. Очень многочисленный народ. Но они уступают аланам, потому что у них нет царя. Понимаете? То есть здесь все-таки надо относиться к этому алану как все-таки не этнониму ни в коем случае, потому что алуан, который Албания, это тот же самый алан, и тот же корень, и тот же самый этот. И эти аланы появляются, когда они оттуда уходят. И они там были, более того, фиксируется очень много примеров, которые показывают взаимодействие этих алан, осетин, иранских,
с кавказским населением на территории Кавказской Албании. Царь Урнайр, у него только с осетинского языка его имя переводится как верующий человек. Да? При том, что там другие цари албанские имели имена, которые в переводе с кавказских языков означали там, ястреб, орел и так далее. То есть здесь идет такая миксация, такое взаимодействие, которое немножко меняет наше представление вообще о том, что там происходило. Теперь, возвращаясь к нашим кораническим, поскольку мы начали с Корана, и нужно закончить Кораном, чтобы у нас была бы определенная логика. Да? Вот мы посмотрим с точки зрения того, что мы сделали какую реконструкцию, с точки зрения этой реконструкции, как надо относиться к этому тексту. Да? Первый текст — это когда он достиг до места между двумя преградами. Однозначно Дербент, другого места нет. Либо есть еще одно место, где горная стена проходит от Дербента, и вторая Гильгинчийская стена, это может быть еще это место. Но мы не будем сейчас об этом думать, потому что это может быть поздней контаминацией. Поэтому мы дальше смотрим. Место между двумя преградами. Это то же самое, да, вот это место. Далее идет между двумя склонами место. Ну вот извините, ну никак не Дербент. Но там нет двух склонов. Там склон с одной стороны, с другой стороны естественный барьер в море, да. Соответственно, значит не то место. Дальше смотрим. Преграда сад, он упоминается, я уже говорил, этот сад, он везде, его отождествляется этим, с большой вот этой стеной, которая в районе Дербента. И далее куски металла, расплавленный металл, идеи металла везде фигурируют, и ясно, что здесь имеется в виду, и это если специальный источник фиксирует, и еще, он еще раньше фиксируется. Люди владели технологиями металлургическими. Они знали металл, они знали железо, эти народы. Причем этот народ упоминается как народ, который едва мог понимать речь. То есть, когда Зулькарнайн туда пришел, в это место, там жил народ, который едва понимал речь. И здесь я делаю отсылку на источник уже более поздно, Аджаб ад-Дунья, Казвини, который пишет о том, что вот в Нахичеване, описывая Нахичевань, что там живет народ, который, он понимает все, сказать, понимает арабский, понимает другие языки, но его язык никто не понимает. То есть это, видимо, все-таки речь идет о каких-то кавказских народах, которые здесь жили, и кавказские народы, которые жили не только на Восточном Кавказе, но и на Западном Кавказе, которые владели технологиями металлургии, которые действительно раньше освоили и стали, как в каких-то источниках мы находим, что дороже золота стоило 20 раз железо. Да? То есть это уже ваша сфера, я ни в коей мере туда не вторгаюсь, потому что это... Нам важно отметить то, что здесь Коран действительно через сирийские источники, через сирийские предания, а сирийские предания, соответственно, через византийские источники исторические, берет этот сюжет, и, собственно, мы видим трансформацию, которая происходит, и в основе трансформации все-таки хоть небольшая, хоть частица, но история наших народов есть. Вот я хотел спросить, вот вы тут коснулись Леонтия Мравели. Мы тоже недавно касались Леонтия Мравели, и вот мне интересно ваше отношение к этому историку, вот в смысле того, как вы считаете, является ли он политизированным или такой бескорыстный историк? Вот у нас там какое-то иное мнение сложилось, вот, и потом какой у вас подход, второе, какой у вас подход к грузинским письменным источникам, имеется в виду летописям? Вот. И насколько я знаю, лично у вас, насколько я знаю, у самих грузинских историков и вообще вот, ну, того же Новосельцева, там, известного советского историка,
у них разный подход. Одни вообще считают, что на них не стоит обращать внимание. Другие говорят, что именно стоит, там все правда написано. Третьи говорят критический подход. Я лично принадлежу к тем, которые считают, что как вот Новосельцев и Меликишвили, они считают, что к этим источникам нужно относиться осторожно, критически. Еще надо помнить, что в свое время Вахушти Багратиони в XVIII веке тоже сильно поработал над ними. Вот. Какое ваше вот отношение к этим грузинским источникам и конкретно к Леонтию Мравели? Потому что у нас недавно целая полемика была. Вот. А вы тут упоминали, и потом у вас тоже, собственно говоря, присутствует такой ретроспективный подход. Вот вы идете от более позднего времени к более раннему. Там через сирийские источники, там византийские, приходите к Корану, а тут вот мы работу смотрели, приходят с Леонтием Мравели примерно вот к периоду Кабанско-Колхидскому периоду, ну где-то вот 7-8 века, когда и железо появилось и так далее. Все, спасибо. Спасибо. Я могу сразу ответить. Ну, где вы видели совсем не политизированных историков? Вот в этой, значит, легенде своей исторической о происхождении он называет все народы Кавказа. И вы говорите, что он вроде бы точно называет. Но в этой легенде вообще отсутствуют абхазы. При Леонтии Мравели, извините меня, уже и абхазы были, и абхазское царство, была народность. Вот. Вы даже сказали, что там он мингрельцев называет, эгров. Ну вот потому я и спросил. Правда, некоторые наши историки очень просто объясняют. Говорят, эгры – это абхазы. Вот и все. Каким образом, я не понимаю. Все. Ну там еще есть, как вот эрити, эрры, которые совсем не отождествляются с никакими мигрелами. Херети – это как раз это Верхняя Албания, там, где, собственно, наши коллеги-лингвисты фиксируют остатки осетинского языка даже в начале 20 века. То есть вот этот Баласакун, который Мукан, где правитель был правителем, имел титул Алан-Шах, этот Алан-Шах потом оказывается, вот, и есть очень много, сейчас мы должны дождаться издания этих этимологических словарей, я думаю, мы сможем показать южный маршрут продвижения Алан туда, собственно, в Южную Осетию, да, а там был южный, они не все оттуда пришли, часть все-таки отсюда пришла, это все фиксируется, и базбийский язык в этом смысле нам очень помогает. Что касается источников, да, здесь очень важный вопрос, это, в принципе, самый важный вопрос вы задали, потому что от этого зависит очень многое, да, и поэтому, безусловно, ни в коем случае есть две крайности. Первая крайность, когда исследователь, когда у него что-то не вписывается, сразу объявляет то или иное сведение, ту или иную информацию анахронизмом. Понимаете, да. Это одна крайность. Другая крайность, то есть вот исследователь, считается умнее автора, он что-то выбирает, что-то не выбирает, да? Избирательный подход под прикрытием, так сказать, критического подхода. Второй подход – это слепая вера источнику. И мы знаем, сколько раз переписывались источники, да, сколько раз туда редактировались, добавлялись данные. Мы видим, лично я предпочитаю работать с рукописями, потому что изданные тексты, извините, они очень сильно ошибаются. Люди, когда переписывают в 17-18 веке текст, он не знает, что было в те времена, когда, собственно, автограф принадлежит X-XI веку, он переписывает его уже в совсем другое время. И, конечно, там появляется народ джидан, от которого пошли хазары. Хотя это хонзан, эта форма зафиксирована. Вот. Про хунов и хонзов это отдельная история, это не будем касаться, хотя она прямо отсюда выходит. Так вот, возвращаясь к анализу и к методам исследований, нужно иметь в виду, что нужно опираться. И то, что раньше называли комплексный подход, это правильно, но комплексного подхода даже не хватает. Нужен междисциплинарный подход. Нужно, чтобы историк сидел рядом с археологом и еще рядом лингвиста, который ономастику посмотрит. То есть должно быть
Да, нужно все сопоставлять, и только тогда, получается, пазлы надо собирать, по-другому никак. Недавно совершенно опубликована моя работа «Александр Македонский. Пограничная история Древней Абхазии» имеет прямое отношение к этому. Интересно. Почему? Потому что кавказоведы, вообще историки не знали об исторический какой-нибудь факт, хотя бы один источник, каким образом грузинско-армянская традиция отложился. Будем говорить какой-нибудь такой научный конструкт, культ как бы Александра Македонского, потому что в действительности его не было. Монеты, о которых вы говорите, найдены в Колхиде, в Абхазии, вообще на нашей территории их много, даже в Средней Азии монеты колхидки известны. Вот. Дело в том, что Александр Македонский или его группы прошли мимо Кавказа, они не были на данной территории. Да. То есть вот то, что вы сейчас говорите, исторически, если не было, а ее и не было. Вот видите, но есть один факт, который я нашел, у историков Микдадовских войн и историков Александра. Там говорится о Хорезме и о царе Фарсмане, якобы который, и, там, оказывается, упоминалась Колхида, Генехи, их соседи и так далее. Я обратил на это внимание, и с этого я вышел к тому, что там на самом деле два историка, которые говорят о царе Фарсмане, но он был не царем Хорезма, а Иберии. То есть, видите, это впервые в истории науки мной найдено, идентифицировано и, естественно, территория. То есть этот факт, который доказывает, что стремления были такого рода. О чем там идет речь? Там речь идет о том, если в случае Александр Македонский возжелает проникнуть на эту территорию, то царь Иберий Фарсман окажет удар Колхиде и там живущим племенам. То есть он хотел оказать ему такую услугу. То есть это единственный факт, стремления были. Но этот источник доказывает, что этого факта не было. Они прошли мимо. То есть это в истории науки единственный факт, который мной найден. И оказалось, что современник, царь Хорезма, носил совершенно другое имя. Это Франаферт. То есть он как таковой упоминается там. Он еще отпал, до его прихода от ахаменидов, вот эта территория Хорезма, историки это хорошо знают. Вот. И это все доказывает, что, конечно, кавказские общества, как и другие, популярность, Александра Македонского, вы знаете обобщение у Костюхина, у других и так далее. Есть и другие авторы, которые на самом деле все классические источники исследовали, схожие, идентичные имена есть и так далее. Мне пришлось еще в другой работе, как раз, вот вы сейчас рассказывали об албанах и аланах. Смешение было на самом деле, в связи с этим много путаниц. Более того, смешение было с Абхазией, я к этому тоже вышел. К чему? Рассказывая о генехах, вы знаете, кроме генеха в Абхазии, есть генех еще Дагестанского круга, Наха-Дагестанского круга, там как раз и говорится. То есть там, где должно было быть албаны и генехи, там сказано аланы и генехи. Источник этот врет, то есть он недостоверный, следовать нему, локализовать этот факт невозможен будет. То есть такой источник существует, ссылаются на нее многие историки. То есть это сравнение тоже мною сделано. Почему? Не археологических фактов. Каких-либо достоверных данных, о которых мы можем сказать, ее подтвердить не могут. То есть это обычная, простая путаница, но имела некоторую традицию даже сообщения. Они сами по себе единственны своего рода. Если мы следуем, мы, придем непосредственно к неправильной пространственной локализации. Вы знаете, Мушки, Мошхи и так далее, мы говорим на самом деле, где они были. Эти табалы, каким образом они могли стать Тибареном одновременно и там, и здесь? Как они могли быть? Вот мы два разных пространства. Мушки мы знаем, фригийское царство где было. Мы знаем нашего великого историка, Диаконова, у которого есть этимология. Соотнесение не с грузинским племенем, а наоборот с армянским. Мушк, он считает показателем множественного числа древнеармянского языка, который нет в грузинском. Его и не может быть по определению. Почему? Потому что эти все этнонимы имеют не показатель числа, а принадлежности. Понимаете? Хурито-уральские языки, они имеют принадлежности. Но не число. Число имеют абхазо-дагестанские языки, нахо-дагестанские языки. Вот в том-то и дело. И много несоответствий таких. Конечно, с течением времени они локализовались, историзировались, находили похожие названия и так далее. Мы знаем, как, ссылаясь на гирканцев, то есть прикаспийского племени, и Гуркан, Грузия, смешивались эти тоже территории. Видите, тут сколько? Это я не просто рассказываю, то, что на самом деле достоверно в историографии могло происходить у историописцев. Леонтий Мравелий, сейчас упомянут был. Дело в чем? Там вообще абхазо-дагестанские общества не упоминаются в этой так называемой таблице. Нету. Понимаете? Весь Западный Кавказ, центральная часть Колхиды, наша территория не описана.
Видите, в чем тут дело? Это большой, очень большой пробел. А Это других может быть описаний Кавказ, тоже. кавказионы, может Да, быть, они. вот Они насчет есть, кавказцев да. тоже я сейчас вам расскажу, тоже еще уже конкретнее вам это пригодится, потому что я на самом деле специалист и могу разговаривать и рассказывать долго. Вот Геродот, которого вы упоминали, я там ссылаюсь, вот, есть кавказцы. Он знает эти все племена, а кавказцы у него очень узкие, один раз только упоминаются. В связи с чем? Ни с территорией, ни с рекой, ни с городом, ни с пунктом. Они одеты в такие одежды, окрашены в такие краски, что краска стареет вместе с материей. А мне для чего? Я изучал производство, именно льняное производство, их отпечатка на археологической керамике. Мне параллель такая была. Вот как раз таки я единственные сведения, которые нашел в его время. Вот. Эти кавказцы, они не описывают все нахазагистанское, все абхазадыкское и так далее. Это, значит, небольшой круг, этноним которых, возможно, он не знал. И, значит, условно, но есть Кавказ среднеазиатский, и есть самое такое основное время, я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот то, что, значит, состав племен, это называется таблица народа, вы знаете, датируется 590 годом или 6 веком до нашей эры. Гог и Магог, эти названия многие спаривают, там берут, значит, Гугиса, Гигиса, лидийского царя там и так далее, Гугу. Ну, созвучных имен на самом деле много, но со временем они могли локализоваться, я в этом отношении соглашусь со временем. Но в древности описывает, конечно, другую территорию. Не Кавказ, и огульно это все описать, это невозможно. Но в ваше время, в VI веке, оно уже связывалось абсолютно. Мы знаем Гог и Магог, значит, вот эту территорию Дербента, этой части. Только начинают связывать. Да, связывать начинают. Да. И источник, значит, посредником, я как пишу, как я устанавливаю, был аланский язык, на самом деле. Почему? Только аланский дает он показатель множественного числа. Страна Базгун упоминается именно, вот посмотрите на традицию, VI век автор, сирийский отец, Псевдозахарий, вы знаете. И здесь вот, значит, грузинские авторы, Хаскун страна, рядом с Абхазией, это, как я думаю, это как Ашак, территория Западного Кавказа, и Хаскун тоже сирийские отцы передают. Есть один претендент на знание, на посредство, это убыхский язык. Он имеет показатель множества числа n в конце, но убыхский не теряет определительного артикля а в начале, потому что он и абхазский обязательно, они этой традиции следуют. То есть а сохраниться должно, и убыхский не мог быть посредником для описания Каспия. Это был аланский язык, известные в истории аланские переводчики. Эти факты все совпадают. И вот в данном случае для VI века бесспорно. Почему? Потому что на самом деле Дербент реальную датировку имеет. Я недавно вот встречался с Кудрявцевым, разговаривал, доктор Кудрявцев, который исследователь Дербента, недавно в Ставропольском вот, по шелковому пути. Он тоже подтверждает, что это время наиболее активное. Почему? Достоверно оно и было. Им нужно было взять хотя бы 1, 2, 3 пункта, а остальные могут хотя висеть в воздухе, но как бы карта как-то наполняется. Но если взять вот эти все этнонимы, что тут кемерийцы были и так далее, мы кириллическую культуру в Абхазии не знаем, в Колхиде. Нету, почти нету. Да, это скифские моменты, датируются VI веком, которые могли появиться на любой территории, где скифов даже не было. Мы называли Уплу, да, это Уплу созвучие с Аполлоном. Мы не будем на эту тему слишком долго дискутировать, просто обращаю ваше внимание, что на территории Албании, собственно Албании, кроме Алуанка, было еще 2, по меньшей мере, территориальных образования. Был, значит, Липинг, да, и Чор. Соответственно, эти Лупенос, то, что там есть Липон река, да, может быть, означает там с кавказских языков волна, ну, может такое и быть. Но дело в том, что бог грозы, как вы понимаете, верховный бог, да, во всех, вот, Тешубы, например, в урартских, хуритских, там, да. Так вот, в лезгинских даже языках и в даргинском языке у всех там цай липан даргинский, по-лезгински цай лапан. То есть этот лпан есть, он там. Понимаете? То есть здесь, конечно, идет наложение одного мифа на другой. И появляется новый этноним, который обозначает определенную территорию носителя именно этой культуры. То есть это самый общий, такой общий, это, который не претендует на то, что это так и было. Но нам нужно понимать, на каких сферах это все, да, для того, чтобы здесь начинать как-то ковырять каждый топоним, отделять друг от друга эти названия. Возвращаясь к этим табрам, тиберам и так далее, очень много, слишком много названий, которые повторяют эту форму. Здесь слева это тавры, ну понятно, Таврида, то есть Тавросы.
греческой форме, да, тоже Тавры эти горы. С правой стороны Табар, Тапурия, с коннотацией говорят, что это топоры, этот говорил Дорна. Но интересно то, что, понимаете, там же фиксируется вот Табар-Саран, есть такой Анисимов, горский еврейский этнограф 19 кажется, века, да, 19 века. Он первым описал горских евреев. И он сделал интересное такое наблюдение, что, во-первых, горские евреи не знают Талмуда, это значит, что они доталмудские переселенцы, первое. Второе, он говорит, что вот ашкеназские евреи, то есть немецкие евреи, вот хорошие, они все хорошие ребята, ну, в общем, прекрасные ребята, но только вот они нас задевают, оскорбляют, называют нас быками. Понимаете? Быками. Это Табар-Саран. И вот этот Табар, или то, что фавор пишется как Таур, а Таур мы видим, Таурус, бык. Вот эта коннотация быка, которая везде встречается и которая везде фиксируется, да, это очень интересно. То, что мы там видим каких-то там ребят, это савры, савары, потом эти савраматы становятся цармат, как нахчиматьяны, вы знаете, нахчиматьяны, да, тоже царматаны, да, матаны появляются. Эти сары, мы потом этих встречаем савиров вдруг, савьяры, которые в Масуде пишут, что они, извините, хазары. Хазары это 1000, а 1000 это, извините, упоминаются в Библии как тысяченачальники, так сказать. Понятно, что лингвисты спорят и говорят, и я поэтому не могу это принять за основу, они говорят, не может быть, потому что там есть законы переходов каких-то звуков, которые нужно следовать. И я, поскольку это, поэтому я, хотя я должен сказать, что есть примеры, когда переходили на арабскую графику от среднеперсидской графики, для того, чтобы отличать название от слова, другую букву придумывали. То есть выделяли, это тоже есть, это тоже имейте в виду. Поэтому вот это все надо обследовать. В общем, мы в начале такого интересного пути. И хотя лекция предназначалась историкам, специалистам, нам думается, что зрители Абхазии узнали для себя много нового и интересного. Ну а мы с вами прощаемся до следующей лекции.